Смотрите, ребят, везде все капает сегодня. На улице резко потеплело, только 4 градуса. Минус 4. Утро 29 ноября. Жду Тулана. Он уже с утра куда-то убежал, не знаю, где он. Надо его мне посадить на цепь, потому что собака мне сейчас пока до обеда не нужна. И вообще зря я сейчас его беру, конечно, с собой. Только мешает на охоте сейчас он. 8 часов утра. Тулан на цепи. Ну-ка, дугды. Где-то слышно, там вертолет летит. Да. До обеда посидишь у меня тут. Вот такой ли. В будке отлежишь сейчас пока. Слышу, но не вижу. Или в облаках, или сторона, чуть стороной пролетела. Вертолет. Там обычно пролетает. Я по одному и тому же курсу. Постоянно. Отсюда хороший обзор. Посмотрим другой берег. Глянем. Река еще открыта. Пока тишина. Но время уже, в принципе, они должны выходить, если есть птица. Там все открыто еще на течении. Опасно еще переходить речку. Так, ребят, ну что, нашел я птиц. Они от меня очень далеко. Вон они сидят. Где-то с километр до них. Кормятся. И самое главное, это они на другом берегу. А переправы особо такой нормальной еще нету. Вот они. Наверное, пока трогать их не стану. Схожу дальше. Пусть сидят, а на обратном пути в сторону них пойду. Но так будет интереснее. Оставляю пока их. Я думаю, даже и думать в ту сторону подхода не стоит. Так, ориентир потерял. Где они сидят-то? Так. Вот. Пожалуйста. Так, 6 штук вижу. Там 7, 8 на елке. Или нет, это нет. Это показало. 8, так. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 штук я посчитал. Не знаю, может ошибся. 16 штук точно есть. Ладно. Схожу сейчас я до Евроизбы. Там видно будет. Дальше уже Евроизбы не пойду. Там обычно еще. Дятел. Там обычно еще выходят. Вот она. Евроизба наша, ребят. Но птиц я тут не увидел. Птиц нету. Обычно в этих березах тоже любят они сидеть. И на другом берегу. Полей не осталось. Раньше в той стороне обширные поля были. За рекой тоже. Все зарастает. Стена леса становится.
Вот такие дела, ребят. Вот изба. Кто-то на буранах тут, видно, ездил, и немало. В избу не заходили. Ну, охотники, наверное, также смотрят. Выходят на поля там, просматривают и дальше в путь. На буранах легче, на снегоходах искать птицу. Я вот до сюда оттащился, а на буране за каких-то минут бы я приехал. Но я с тем расчетом, ребят, иду пешком, что бывает ты на буранах даже проскакиваешь, не замечаешь птицу. А я иду и слушаю. И бывает ты едешь, не видишь. Или бывает ты идешь и вдруг случайно услышишь где-то перелетела птица. Или же еще они по-своему там по косачьи, ну, кричат, не кричат, а бормочат, одним словом. И их ты слышишь, они могут быть за этой опушкой леса, там озеро, возле озера. Плюсы тоже есть в ходовой охоте. Ну и на технике намного легче. Пипец, все в воде. Наледи сколько сейчас. И там видно, черная полоса еще идет. Не знаю, там наледь или еще все открыто. Обманчиво сейчас, блин, опасно. Вообще опасно по льду ходить. Сейчас немножко остыну и дальше в путь. Тут делать нечего. Дальше не пойду. Надо мне беречь силы, мне еще капканы сегодня проверять. Да я одет, знаете, вот. Одет, знаете, в бушлате. Я-моя. Бушлат, блин, жарко. Сейчас покажу еще. Вот, ребят. В каком виде я сегодня? Не для ходовой охоты у меня одежда. А все потому, что, ребят, вчера было холодно. И на сегодняшний день тоже показывало прохладную погоду. Я решил вот так сменную одежду не взять. Надо всегда брать сменную одежду. Сукно и демисезонные штаны. Сегодня мне очень жарко. Ладно, давайте пойдем обратно к тем птицам. Может, шуганем перелетят на этот берег. Или просто поснимаю их. А тут делать нечего, ребята. Давно не были у Евроизбы. Вот так вот. Заходить не стану. Не раз уже снимал. Избушка стоит, все нормально. Андрею привет, Николаю привет, Лешка привет, хозяевам этой избы. На буранах приезжали, а в вашу избу никто не заходил. Послушаю природу, может где-то кого-то услышу. Их, ребят, вообще уже тут нету. Улетели. В какую сторону, непонятно. А они сидят там еще. Сразу не забыл. Вон они. Да-да-да, сидят. Так. Да, сидят. Сразу не увидел. Ладно, схожу в ту сторону. Здесь бураница к избе идет. Хорошо. Улетели, блин. Или от этой вороны. Вон черная ворона летит. Резко в ту сторону куда-то шуганулись. Только хотел заснять нормально. И я дальномер посмотрел. 210 метров до них было. Блядь. Так хорошо была возможность приблизить. Улетели куда-то вглубь леса. Даже в ту сторону не улетели. Я-моё, такой кадр хороший был. Птица еще прилетела. Прям вообще идеально хорошо видно было. От этой вороны, что ли, они резко так дернулись. Там на другом берегу изба. Я обзор еще этой избы не делал вам. Вон она.
Там еще баня. Большая изба. Один раз там, наверное, помню, с дедом ночевали. Ну и здесь сзади меня тоже изба. Избушка. Изб много. А это я уже не раз вам снимал. Розетка, я смотрю, тут. Да. Блин. Вот это да. Так хотел заснять. Стрелять далеко. 210 метров, но и переход я бы не перешел туда. Хотел вам заснять, нормально приблизить. Без трясков, без ничего. На штатив поставить вот этот камеру и приблизить вам, чтобы вы нормально посмотрели. Блин, это ворона, она все так и... От ворона они дернулись, убежали, улетели, то есть. Так, обратно на по своим следам пойду. Можно вот здесь напрямик идти, но здесь целина. Тяжелее. Нет, по своему следу. В принципе, что тут? Наверное, осенью хозяева вообще не приезжали сюда. Потому что, вот смотрите, возле двери вот это все зарастает. Даже не скосили ничего. Пипец. Все забросили эту избу. Просто забросили. Через пару лет вот этот навес свалится, это стопудово сгниет, они столбы в земле. Ладно. Это уже не наше дело. Пускай хозяева решают. Приезжать или нет там. Но раньше здесь, конечно, жизнь кипела. Ого-го. Ой, блин. Есть что вспомнить. Так. Более-менее луг еще держится. Конечно, подсад тоже уже выходит, но не так много. Отчего они так дернулись, улетели? А вон сидит один еще. На этом. На верхушке, наверное. Там вроде птица. Пойду. Пусть сидит. Ой, бесполезно. Даже на них смотреть. Какие-то перешуганные. Вот смотрите, ребята, там мои следы. Тут, короче, штук 5 рябчик, оказывается, были. И до сих пор они есть. Вот тут они. Просто я их не вижу. Самое главное, один взлетел отсюда. Потом, весь ориентир у меня на это было. В сторону не смотрел. Потом второй подлетел он туда. Перелетел отсюда. Вот откуда, как отсюда их разглядеть? Они в елке сели и все. Но самое интересное, ребят, то, что вот я так смотрю в деревья. Сейчас подойду. Уже здесь я прошел, вот так смотрю. Сперва здесь рассматривал, а второй вон там в стороне был. Вот, третий выскочил. Вот, вот от меня буквально 3 метра. 3 метра рябчик. Опять же перелетел сюда. Не увидел. Потом уже, как сказать, одного я увидел в той стороне. Только шея была, голова видна. И еще один чуть в стороне, оказывается, был. Тоже, если присмотреться, мог бы я увидеть. Тоже на березе. Это, получается, очередной рябчик. Вот куда-то вот сюда сел. А я был вот здесь. Как это дело было, я расскажу вам. Вот, я уже здесь на коленях стоял. Рассматривал. Вот здесь на коленях был. Вон за сосной там большая елка. И только вот шея и голова была от рябчика видна. И этот последний перелетел вот сюда. Тоже я его, в принципе, видел, но через сучьев ничего не смог сделать. Вот и вся охота. Без выстрела. Да не тут, вот. В этом пятачке они просто сели и сидят. Ну нафиг, пойду дальше. Какая-то невезуха этот поход. Вчера рыбалка, сегодня охота.
здесь, в принципе, мог бы добыть. Да, ну, добыть это, конечно, лотерея, попадешь или нет, но хоть выстрелить в живую цель мог бы. Не удалось. Ты смотри, вот я здесь уже прошел, и они уже после меня, они вышли. Потом я сюда еще приходил, вон тот угол, оттуда рассматривал. На него я, ну, елка очень плотные, бля. Тихо себя ведут как-то. Перелетели, не свистят, просто сели и все. Увидел. Ругает. Сейчас отпущу. Отпущу бездельника. Дым с трубы идет. Сейчас суп надо подогреть. Кушать захотелось. Да. На улице 3 градуса. Пусть гуляет. Все, больше я его на цепь не посажу. Сейчас капканы пойдем проверим. И не знаю дальше что делать. Смотрите на него. А? Тулан. Он не перейдет порог. И гулять не идет, как ни странно. Ждет, когда его накормят. Я тоже подогрел суп. Сейчас съем суп. Ну, у него тоже уже остывает. Суп с хлебом разбавлю. Отдельно готовить сегодня уже не станем. И это у нас будет обед. Не знаю, время сейчас 11:30, 11:30. Ну, считай, как и говорил, до 12 я до обеда буду охотиться, а потом уже проверка капкана будет. Мне еще надо приваду приготовить. Разделся, остываю. Не знаю, как одеться там. Сейчас пошел снег, снегопад. Смотрите. Снежок. Сейчас накормлю тебя тоже. Чего? Тулан? Выник сам. В избу он не зайдет. Он так приучен. Нельзя. Господь. Все. Тут суп с хлебом. Ничего себе погодка. Вот это изменилось. Снегопад пошел. Да? Чай. Снежок. Что, впрочем, хорошо идет. Бураница. Между прочим, сегодня никто не проезжал еще. Ну, до снегопада ночью, может, кто-то и проехал, но только мои следы здесь видны. Ничего там. Все дома сидят. Или на охоте. А я иду на проверку капканов. Привада свежая. Ну, местами там надо поменять. Шкурки зайца там в прошлый раз зацепил, но он не очень воняет. Вон тулан бежит. Тулан со мной и взял ружье с собой. Если вдруг кого облает там. Ну, надежда на куницу. Основная задача это куница. Белки нам не интересно. Снежок идет. Река. Вот здесь надо попробовать тоже порыбачить. Блин, знаете, вот уловистое место вот тут было. Вот здесь. Один год я просто офигеть, как я много рыбы здесь ловил. И знаете, вот я думал, каждый год здесь такое будет. Но уже сколько там, лет 3 или 4, вообще рыба перестала здесь зимовать. Вообще не зимует. Очень тяжело находить рыбу. Именно место, где он зимует.
Он спокойно идет. Я не тороплю, пускай. Как хочет ищет, как хочет работает. Это его дело. Я никогда не кричу на него, чтобы искал там. Некоторые орут, ищи, не кормят собак, голодные собаки. Лишь бы искали больше. Найдет, что наши всегда находит. А нет так, или убегает, или улетает. Бесполезно. Собака в этом не виновата. Вижу, первый капкан пустой. Привада висит, ничего нету. Мои следы даже вообще практически не видно. Ладно, нет так нет, идем дальше. Облачно сегодня. Середина дня, в лесу как-то даже немножко как будто кажется, что темнеет уже. Хотя рано еще. Так, ладно, как и в прошлый раз, пойдем по старице. Надеюсь, не провалимся. Свежих следов, между прочим, нету. Или ушла куница, или сидит где-то в капкане. Одет сегодня, ребят, не по погоде. Уф, вспотел. Ну, прошел почти половину пути, уже проверил несколько капканов. Меняю приводы. Ну, не меняю, а добавляю приводы. Это вонючее. Это получается, я заквасил рыбу путасу и сырое яйцо вперемешку. Фу, вонь, конечно, мощь. Еще дополнительно здесь сегодня солью разбавил. Много соли добавил. Чтобы он вот эта привода не замерзала. Меньше замерзает. Вот бездельник наш. Ну, тоже недалеко ходит от меня. Ни взлетов, ни следов, ничего нету. Вообще тишина. Тишина и покой. Ну, мы... Чего? Чего? Ой. Ла. Блин. Нашел время. А? Давно не виделись. Все. Гуляй, Вася. Тула. Зачем так делаешь? А? Здоровается. Ну, гуляй. Как будто давно не виделись мы. Там тоже капкан у меня висит. Фу. Ладно, сейчас немножко перекур небольшой и дальше в путь. Вот что значит сменное белье. Надо в избушку сюда привезти и демисезонное, летнее. Все надо. На второй избе больше у меня одежды. Есть котяра, ребят. Висит, родимая. Следы были. Ну и котяра тут. Сейчас покажу. Ну вот, ребят. Первая куница в этом сезоне. Вот смотрите, какая цвет шерсти. Когда тулан был, вот этот бездельник был щенком, вот именно вот такой шерсть был у тулана. Это настоящая куница, ребят. Котяра не крупный. Ну, нормально. Все здорово. Ребят, приятно, когда стараешься, что-то получается. Сюда я оставил там новый капкан у меня. Ну, не новый, а именно на новое место поставил капкан. И привода, здесь был рябчик. Ну, вот этот. Потроха, шкура, все это дело. Короче, рябчик там был.
Ну и молодая куница вот залетела. По следам их вроде как 2 штуки было. Вот сейчас видите как. Вот этот зверек попался, и новых следов уже нету. Блять, проваливаешь. Везде лужи, вот оно. Не замерзшие еще лужи. И одним словом, тяжело ходить, но легче, чем на лыжах. Сейчас терпимо еще. Такая распутица тоже. Опа. Ну и место, сами смотрите, сырое. Такое вот. Тулан. Здесь привода у меня. Иди, ман. Так, ладно. Не буду больше. Ла-ла-ла. Идем дальше. Хорошо. С добычей нас. Начнем с малого. За этим деревом, где стоит собака, там у меня капкан. Вот следы, ребят. Еще есть. 15 метров от капкана прошел. Это след куницы. Это не та куница, которая попалась. Там следов не было уже. Так что еще второй тут есть. Небольшой перекур. Последний капкан тут висит. Все. Все капканы проверил. Новые приманки туда еще повесил. Но несколько приманок, наверное, капкана 4, наверное, ничего не добавлял. Как бы там рябчики и очень много там. Ну, в общем, хорошо еще они будут приманивать куницы. А здесь вот, например, у меня шкура от, как сказать, у зайца. И запаха практически нету от него. Вот сегодня я повесил очень вонючую приваду. И самое главное, придумал, как повесить. Интересно. Не знаю, сработает или нет. Ну, конечно, посмотрим. Если вот эта привада будет работать, и так, как я сделал, как я повесил, буду также в дальнейшем охотиться. Примерно на этом путике, на этой тропинке у меня около 15 капканов. На эти 15 капканов одна куница только залетела. Есть еще в 2 местах следы видел. Вот прямо здесь, недалеко, 50 метров, наверное, от капкана. Один след тоже уже как бы припорошило капитально, но след есть. И еще показывал один след, там вообще в упор возле капкана прошел, 15 метров, наверное. И все, свежих ничего нету. Собака ушла, оставила меня. Спотел капец как, и уже, ну, начинает темнеть. Ну, сейчас уже скоро на дорогу выйду и по дороге пойду. Так что успели хорошо. Фонарик не понадобилось. Привада, наверное, одна штука там осталась, и все. Все истратил. Блять, потеет. Тулан меня догнал. Сейчас на дорогу, наверное, уже вышел. Вот его следы. Ну и там дорога уже. Одним словом, все. Ой. Так, у меня, наверное, дней 10 прошло, как не поставить. Пошли туда. Пошли мы нам. Так, домой. Дней 10, наверное, прошло, как мы ставили капканы. Сейчас, наверное, следующая проверка будет через 2 недели. Да можно и даже раз в месяц. Сейчас погода, это не начало осени. Ну, сейчас уже такой оттепели не будет. А кто ставит капканы, скажем, в октябре, им приходится постоянно проверять. Вот следы, пожалуйста. Вот.
Потому что осень, сами понимаете, дожди. А в дождливую погоду просто шкура портится. Киснет. Негодная становится. Да и сама шкура еще не полностью там. Она и даже очень сильно придирается, когда принимают. Леденеет лапы у него. 2500 от силы. Этот котенок тоже не такой крупный. Но если удастся за 2000 продать, и то ладно. Заметно, ребят, вечереет уже. Без фонарика уже, как бы без света. Без избушки темно. Ну, самое главное, все сделали. Хотел еще набрать ветки. Ветки для... Как же этот-то? Для метлы. Здесь нормально не осталось уже. Хотел за эту опушку на другое поле съездить. Лучше соберусь и... Да и пока буду собираться, уже стемнеет. Другой раз. Походу еще будут. Так что не спешите отписываться. Будем еще собирать и ветки, и рыбалка будет, и все еще будет. Тулан уже здесь. Так, ну привода немножко осталось. Немножко, одна штука. Куда-то повесить надо. Вонь от него, конечно. Или здесь повесить, здесь повесить. Тоже сойка может там прилететь, украсть. Растаскать все. Бездельник. Ладно, собираемся. Ну, примерно вот столько снега у нас. Где-то сантиметров 15, наверное. Да, сантиметров 15 глубиной уже снег. Дверь закрыл туда. Дверь закрываешь. Ну что, ребят, я уж собрался. Больше ничего уже не стал снимать. Короче, пришли. Чай попил, там 2 или 3 стакана. Убрались. Сейчас 3:30, оно 4 часов нет, а уже все тьма. В избушке порядок. Все как всегда. За этот поход у нас удалось поймать на капкан одну куницу. А в остальном все по нулям. Ни рыбы, ни птицы. Так что давайте до следующего охоты, следующих походов. Может там как-то повезет. Всего в этом походе не получилось добыть птицу и поймать рыбу. Ладно, давайте соберемся и поедем. А вы ждите новые фильмы, новые походы. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и дизлайки в будущем. Я поехал. Все. Поход закончился с ночевкой. Не знаю потом, когда здесь я буду. Ну, примерно через 2 недели. Через 2 недели, да. Сейчас пока и река еще не остыла полностью, лед не встал. Опасно все. Подождем. Как все будет, вы будете смотреть. А мы поехали. На улице снег идет. Самое главное собаку. Надо собаку как-то поймать. Лок. Сядьте столан. Лок. Тула, все. Хочет на санях сегодня поехать. Здесь поедешь? Давай лучше туда сядем. Все. Давай. Все. На свое место лучше. На свое место. Здесь тебе удобнее будет. Там от бурана очень много снега летит в морду собаки. Ой.